Ингушетия встречает новых гостей. Сегодня на железнодорожный вокзал республики прибыл особый состав. Это дети из Курской и Запорожской областей, участники нового потока в детском оздоровительном лагере Эрзи. Долгая дорога позади, а впереди незабываемые каникулы в горах Ингушетии. Очень приятно, да, такая встреча. Величественные горы, древние башни, изумрудная зелень. Первые впечатления самые яркие. Поездка прошла хорошо, и теперь ребята направятся прямиком в лагерь. Дети перенесли дорогу отлично, настроение бодрое. Сразу видно, готовы к новым впечатлениям. Все выспались, все заряжены. Надеюсь, что всем очень все понравится. Дети в восторге, у них куча впечатлений. Они очень ждут то место, куда они приедут, увидеть, прочувствовать, прожить эти 3 недели. Эта поездка стала возможной благодаря личной инициативе главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова. Организация отдыха детей в Эрзи – часть масштабной работы, которую регион выполняет на подшефных территориях. В этом проявляется такое хорошее и позитивное взаимодействие регионов нашей страны, потому что мы знаем, что сейчас в Курской области не самые легкие времена, и поэтому все пытаются оказать любое содействие, которое можно. Поэтому здесь в этом как раз и проявляется такое взаимодействие и работа между регионами. И вот долгожданное прибытие в Эрзи. Лагерь встречает гостей по-ингушски широко, радушно и весело. Республика многократно оказывает всевозможную поддержку всем приграничным районам, где проходит у нас специальная военная операция. Сегодня мы принимаем порядка 90 детей и их представителей данных субъектов. Специально для ребят из Курска и Запорожья подготовлена настоящая праздничная программа. Звучат зажигательные ингушские мелодии, танцуют. Все, чтобы наши гости сразу почувствовали тепло и энергию Ингушетии. Более живописного места для отдыха на школьных каникулах, пожалуй, не найти, а проводить время за веселыми играми с друзьями и в походах и вовсе мечта каждого ребенка. Именно таких впечатлений от отдыха в оздоровительном лагере Эрзи ждут эти ребята. Доехали мы хорошо, правда немножко долго, но ничего страшного. Ради такой природы, в принципе, можно. Какие у тебя ожидания от лагеря? Ожидания самые лучшие. Встретили очень тепло. Впечатление у меня очень хорошее. Доехали мы хорошо. Мне очень нравятся горы. Здесь нас очень хорошо встретили. Я очень рада, что я сюда приехала. Тут очень хорошая природа, очень красивая. Особенно очень красивые горные реки, сами горы. И, в общем, природа очень нравится. Доехали мы с комфортом. Было, конечно, жарко в поезде, но все равно хорошо доехали. И мы очень рады оказаться здесь. Детей из подшефных территорий в лагере принимают не в первый раз. Программа та же самая, дополнительные мероприятия введены для того, чтобы дети, гости могли ознакомиться с историей, культурой республики. Основной упор на оздоровление, на питание и на то, чтобы дети отсюда уехали с определенным оздоровительным эффектом. А впереди у ребят целых 3 недели, наполненные событиями. Экскурсии к древним башням, походы в горы, спортивные состязания, творческие мастерские и, конечно, новые друзья. Кроме летнего отдыха в лагере ранее также в рамках организации помощи Токманскому району Запорожской области, с которыми Ингушетия подписала соглашение о сотрудничестве по поручению главы Ингушетии, организовали для гостей республики культурные, досуговые и развлекательные мероприятия. За 2 недели они успели не только окунуться в тренировочный процесс, но и оценить красоты республики, ознакомиться с богатой историей и культурой края и, конечно, попробовать традиционные блюда национальной кухни. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.